Это второй случай мой, когда птица заклинивает, натурально птицу заклинивает. Ну, я выстрелил и... Вот так вот. Спотели все. Ой, спотел я конкретно. Где-то час ходьбы на эти 2 километра. А это уже в лодке. Ждешь? Как я спотел. Вот это я спотел. Сейчас перекур небольшой и в сторону избы будем подниматься. Где моторка слышна снизу. Не знаю, по этой речке поднимается или на этой речке. Ладно, сейчас я буду немножко отдохну и поедем. Да, это. Ребята, олень. Ни хрена себе. Вот из-за чего медведь был здесь у меня. Вон туша оленей. Вон олень. Олень, ребятушки. Оленя убил. Нифига струя, блядь. А вон копался тут. Он где-то рядом. Из-за этого она и здесь. Вон тут копал. Он прятал. Из-за этого и весь сыр-бор, или как правильно. Я здесь останавливался, сразу и не заметил, а вон тут туша, оказывается, лежит. Как он туда и попал, не понимаю. Нифига. Оленя смог убить. Вот так вот. Он там, наверное, прятал. Вот и все. Ясно, понятно стало теперь все. Почему медведи здесь. Ну нафиг, быстрее отсюда. Уехать надо. Если ворона не взлетела, я бы не заметил. Ворона взлетела, поэтому и понял, что что-то на середине реки. Это олень там, олень. Не лось, а олень. Именно олень. Нифига. Вот зверюга, блин. Вот из-за этого и напал на меня сегодня. Добыча у него, оказывается, здесь была. А почему на реке, так и не понял. Или на тот берег, может, уже хочет перебраться на тот берег, может. Из-за этого на середине реки. Да, опасненько тут, опасненько. Где-то он шатается. Ну все, ребят, я на избушке наконец-то.
Ну и денек. Денек как денек. Слава богу. Живы. Вот так по-теплому я одет. Сейчас я разденусь и буду отдыхать. И сегодня от избушки уже далеко не пойду. Сейчас будет костер у меня гореть. Надо напугать этого Мишку. Мишка там, блин, конечно, намудрил там. Оленя как завалил. Откуда он, интересно? На середине реки. Может, переход будет делать, не знаю. Все, буду я отдыхать, ребята. Сейчас вскипятю чай. Буду чай пить. И, может, с избушкой буду там небольшой ремонт делать. А пока все. В общем, я на избе. Ребята, я возле избушки занимаюсь. Обычный быт. Там костер горит. Сейчас поставлю чайник. И уже я начал, ну, как бы разделывать свою добычу, свой трофей глухаря. И хочу показать, какое попадание было у меня. И вот смотрите. Вот смотрите, какая куча. О, видели? Где-то 6 или 7 попаданий в кучу. И птица. Это второй случай мой, когда птица заклинивает. Натурально птицу заклинивает. Ну, я выстрелил, и птица перелетела буквально за 20 метров. И как села, и начала сидеть там, и сидит, и стреляешь, и бесполезно. Понимаете? Попадает, каждый выстрел попадаешь. И птица не может взлететь, и я не знаю. И вот сегодня также вот у меня. Стреляю, попадаю, но потом в последнюю очередь как-то я уже понял, что уже он не взлетит. Как пьяный там шатается. Вот, не смог заснять, как-то камеру забыл я включить. И второй случай, наверное, года 2 или 3 назад, наверное, было у меня такое тоже. Там еще я ничего не снимал, там ходил по себе, охотился. И также глухарь, так выстрелил в него, ну, попал я ему, попал. И второй, третий раз стреляю, бесполезно, уже все, попадаю, слышу вот такие звук, когда пуля попадает. И, короче, я подошел к тому, на сосне он, такой сосна, без сучья, без ничего. И на вершинке такая, как тарелка, вот сучья, вот такие, вот так вот. И он там сидит. А у меня, наверное, или другая собака была, не помню уже. Что-то молодая собака была. Думаю, надо научить. Уже, скажем, под ранок упадет, чтоб схватила, там, дергала. Ну, под ранок сопротивляется, быстрее научишь собаку так. Я уже подошел под деревом, там уже и уже с ружья так бах, из картечи, наверное, выстрелили, не помню уже из чего я стрелял уже там. Короче, я потом начал, ну, пинать. Где-то диаметром небольшая сосна, на 15-20 сантиметров диаметром. Я начал пинать, короче, пинаю, и этот глухарь, он упал на землю. Я не знаю, вот второй случай, я вам говорю, не обманываю, вот столько попаданий, и птица не падает, я не знаю почему. Заклинивает его, вот заклинивает и все. Там внутренности, все перебито у него, желудки напополам, фиг знает, что там творится, каша внутри. Ну вот, птица, ну, бывает такое, что тяжело умирают. Бывает там, может оглушить тебя, и как дед один раз рассказывал мне тоже. Сейчас немножко поговорим. Делать все равно нечего. Дед один раз тоже рассказывал, говорит, свияч, говорит, летел, я ему, говорит, выстрелил, и свияч пролетел и упал. Упал, я, говорит, его нашел, пришел домой, начал, ну, перья ощипывать, или как там,
куштучный. Ощипывать. Скажем, ощипывать. Ну, перья убирать. И все уже, говорит, выщипал, там ничего уже не осталось, ничего. И ни одной дробинки нету, говорит. Не могу понять, что, говорит. И столько метров, говорит, она пролетела, это свияжно. Пролетел-то есть. И нет, говорит, думаю, от хвоста до шею все, короче, выщипал, и нету дробинки. Дай, говорит, еще голову выщипаю. Может, там в голову он попал, эта дробинка. Короче, он всю птицу выщипал всю. И в голове, касательно так, одна дробинка вот царапнула. Только, говорит, красная полоска тут на голове. И птица вон сколько еще улетела и упала. Вот такие случаи бывают, что вот из-за какой-то царапины может птица или другая добыча может, ну, умереть от выстрела. А вот у меня такой случай, что вот все перебито у него внутри, а сидит и не падает, и не может взлететь, крылья целые, но вот просто вот вся пуля у него в груди. Вот такие бывают истории. Всякое бывает. Ну вот на сегодняшний день такая, блин. Я сам удивлен. Да. Я не говорю, что глухарь такой крепкая птица. Это то же самое. Самое из боровых, я думаю, самая крепкая птица это косачи. Косачи, они крепкие. Вот действительно, они бронебойные какие-то вот. Может, будут спорить в комментариях, что косачи слабые, но я вам говорю, что, на мой взгляд, косачи самые крепкие. Или куда попадешь. Куда попадет пуля, заряд твой, чем стреляешь, там, из карабина, с мелкашки или с картечью, обычной дробью. Все по-разному стреляют, добывают. Вот так вот. Я сейчас уже оттуда все внутренности убрал. В сети попалось один налим. Все нормально. Дела идут. Что попадет, все наше. Так что будем дальше охотиться. Главное, чтобы погода была. Смотрите, ребята, как горит костер. Тихо так, спокойно. Много жара от этого костра. Я греюсь. Чайник на костре там. Сейчас скоро будет чай. Попьем чаек. Айда отдыхает. Айда бедолага тоже устала за целый день. Много бегала, искала. Вот, жалко, что находит ведь дичь. Ищет, находит. Залает. И почему-то стала оставлять. Я не понимаю почему. А так толковая. Всегда рядом. Недалеко от меня. Где-то буквально 100-200 метров максимум отходит и все. Большие круги не делает. А когда я еще охотился на другой реке, оттуда я переехал, перешел на это место. И там у меня тоже собака была. Кобель был. Но он, конечно, ходил, круги делал. Вообще, иногда бывает лает, еле слышно голос. Вообще практически голоса нет. Так далеко она ходила, такие круги. И я к нему много раз, нереально туда, скажем, сходить обратно, там время кучу потеряешь. Залает там, оставит, придет. Но он был слишком, как сказать, как же это сказать, когда ворует там собака, не ворует, а вот жадный, что ли, был, я не знаю. Там еще у меня промысловые участки были.
И дичь стал красть у меня. В общем, крал он вообще в руки мало что попадало. Скажем, стреляешь, тоже крадет. Все крал. И пришлось его тоже уничтожить. Так-то рабочая собака была, но рабочий кобель был, но я не знаю, что-то в нем произошло, что дичь стал красть. И я не люблю таких. И вот я тоже... Айда меня тоже разочаровала она. Потому что дичь стала оставлять. Дичь оставляет, приходится самому искать. Если собака лает, должна до такой степени лаять, что, скажем, ты подходишь и лает, должна лаять и лаять. И если нету птицы, позовешь, тогда уже, чтобы отходила от дерева. А не так, что птица сидит там или зверек какой и 2 раза лайкнула и побежала к хозяину. Такое не должно быть в собаке. Это большой минус в Айде. Не знаю. Подумаем, посмотрим, что дальше. Будем искать, может быть. Так-то есть знакомые. Знакомые есть, у кого как бы рабочие собаки. Поспрашиваю у них, какой совет дадут. Нового щенка. Или же... Айда, характер такой и будет. Все. Это ее не поменяешь. Это уже... Как раз начала так работать, уже так и будет. И оставляет, ищет, залает, оставляет. И вот зверей еще боится, действительно стала бояться она. В прошлом году как-то по-другому все было, а в этом году под ноги, вот действительно, вот не зря писали мне в комментариях, под ноги, говорят, трусливые собаки под ноги лезут. Так и есть. Вот. Если собака не боится зверя, и охотник тоже вот себя чувствуешь, но я лично себя чувствовал бы более безопаснее, что ли. А вот собака под ногами, и не знаешь, откуда ждать, что ждать. А, скажем, если собака вот 200, обманываю, скажем, впереди тебя хотя бы 50 метров, и более быстрее можно заметить, в какой стороне опасность и в какую сторону собака смотрит, уже ты более будешь наблюдать, более быстрее ты найдешь зверя опасность. А если под ногами, там, не знаешь, куда она лает, на что смотреть, куда бежать, если что, все, хана тебе, если нападет там бешеный зверь какой. Так что собаку надо думать насчет друга своего. Пока пусть лежит, отдыхает. Будет еще работать, все еще впереди. Пару дней еще у нас в запасе есть. Не знаю, 2-3 дня может. И погода. Как погода? Если погода будет портиться, задерживаться тоже не будем. Да и заморозки, наверное, уже скоро начнутся. Вот так вот. Чай скоро закипит. Будем пить чай. Полный штиль на улице сейчас. Днем вот было как-то ветрено, а сейчас полный штиль. Вон, смотрите, какие угли. Там, если картошку, печенча, там, картошку на углях. Как же в мундире-то печенча. По кому печенча, на углях, которые жарим. Не лейс этот, а обычный, вот, что Штирлиц еще там жарил в фильме. Чай закипел. Все, болтать я перестаю. У меня еще работа. Надо еще сетку закинуть. Хотя бы 2 штуки. Сегодня один налим попался. Может, чуть позже покажу. Так что все, закругляемся, пьем чай. Ребят,
Ребята, я начал варить. Там угли хорошие, вообще жар идеально идет. И пока не скемнело, чем в избушка там ютиться, там в темноте варить, я решил на костре. Суп обычный, универсальный, который я обычно готовлю. О, вода уже кипит. Вода уже закипела. И я сюда кину свой любимый пачковый суп. Пачковый суп. Ну, вот мне нравится такой пачковый суп. Разные они бывают, но мне вот именно этот, который я сейчас высыпал. Вот. И еще добавлю вот такие консервы. Первый раз пробую эти консервы. И, между прочим, ну, запах, конечно, вкусный. Вкусный. Как калининградский. Консервы куриные, а также это куриное мясо. И когда я брал эти консервы с магазина в нашем селе, в Ньюшере, я продавцу говорю, это консервы у тебя, говорю, слишком уж дешевые и подозрительно для меня. И я на всякий случай, я говорю, тебе дам свои координаты, своей избушки, где я буду кушать эти консервы. Если что, вот тебе координаты. Она рассмеялась так. Ну, я пошутил, конечно. Но и себе застраховал. Как бы я в походы хожу и с собой не взял эти консервы. Первый раз пробую, не знаю, что за консервы. Вижу какое-то желе. Желе какое-то. Мясной союз. Мясо кур в собственном соку. Господи, еще пишут. Ой, блин, засранцина. Так. Как и везде, как и в любых куриных консервах, желе и кости. Больше ничего тут нету, я думаю. Вот смотрите. Желе. Главное вкус. Вкус, я не знаю, умеют делать, блин. Но мясо жалеют. Не знаю почему. О, шея. Куриная шея. О, блин. Не удивлюсь, если где-то тут еще внутри задница у кур лежит. Вот, блин. Чем кормят народ? Самые богатые в мире страна — это Россия. А кушаем, ёб твою мать. А, кости. Да, умеют делать. Все идет, все вкусное идет. Куда? В Ирак, ой, в Сирию идет. В Сочи там кормят, наверное. В Крым. Ожерелье, наверное, уже там все. А мы кушаем желе и шейка. Но ничего, покушаем. Главное, вкус нормальный так себе. Но честно скажу, я такие консервы в следующий раз и не буду брать. Нет, точно не возьму. Вот так вот. Так что посмотрим, завтра проснемся или нет. Или живот заболит или нет там от этих консервов. Вот так вот. Короче, реклама, антиреклама. Не берите никогда такие консервы. В этих консервах желе и 2 шейки было еще. Куриные или я не знаю чьи.
фигня консервы это. Честное слово говорю. Опа. Yes. Суп-то точно сделает. Суп-то нормальный получится. А скажем, я если вот в надежде, что консервы нормальные, взял в поход, скажем, я иду в лес там за 10 километров и обратно 10 километров. Мне надо покушать. Открываю банку, а такой сюрприз. Ну, там одна желе. Там, если, скажем, в теплую погоду, там жидкость одна. В таких случаях лучше взять на ярмарках мясо, сделать самому эти консервы. Но вкус вкусный. Ничего не говорю, там вкус делает, но пускай так будет. О, угли, жар такой у нас. Жарко. Вообще жара такая оттуда идет. Пока солить не буду. Всякое приходилось есть. Не только такое ели. В армии чего стоила еда какая. Это сейчас показывают армию. Такая крутая, блин. Шведский стол. Фигня это вся, наверное. Может и что-то поменялось, но сколько я частей там, в нескольких частях я служил. Учебка там, военная часть. Еще дальше. А столовая одна. Еда одна такая. Ну, каша есть. А сейчас шведский стол показывают такие. Не знаю. У меня 2 сына растут. Посмотрим. Может, расскажут, если в армию съездят. Расскажут, какая армия сейчас. А мы перловку ели. Перловка, каша-перловка, горох. Ну, в Карелии там более-менее, в части там, когда с учебки перевели меня в Карелию, там, ну, там нормально кормили. Там нормально, да. О, закипело. Все, потихоньку пусть варится. Подождем. Вот так. Все, уже вечереет. День прошел. Сейчас быстренько сварится, суп снимем. И схожу я еще сетки закину. 2 сетки. Да. Айду оставлю. С собой брать уже не буду. Пускай отдыхает. Сейчас добавлю еще 3 полена, пусть тлеет, там запах дыма пускай распространится. Вот так. Сейчас территории вот сейчас еще убираю. Варю и потихоньку вот я уже здесь как бы немножко уже граблями убрал. Вот тут трава, вот траву буду всю траву здесь убрать. И здесь уже немножко тоже убрал, как бы отсюда вон там весенние кучки там лежат, весенние. И сейчас уже вот что убрал. Более-менее этот пенек, не знаю, когда развалится уже. Крепко еще стоит. Крепко. Вот так вот. Ладно, такой вечерок у нас. Варим потихоньку.